А вот как выбрать безопасный подарок, например, к Новому году, чтобы он соответствовал всем его заявленным требованиям к качеству выпускаемой продукции? Это достаточно сложный вопрос, и я думаю, что здесь имеет место побеседовать с нашей гостьей, которая нас проконсультирует в этом вопросе. Это Львова Евдокия Ивановна, она заместитель начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Кстати, сегодня в Роспотребнадзоре, я знаю, проходит День открытых дверей. Что это значит? Доброе утро. Дело в том, что у нас Роспотребнадзор ведет большую работу по подготовке к Новому году. Сюда входят не только проверки. Допустим, у нас по территории республики проходит свыше 100 проверок. В настоящее время завершены более половины из них с отбором лабораторных исследований, проб сладких новогодних подарков, готовых блюд и так далее. Это все у нас на местах размещения, питания и проведения новогодних подарков детских коллективов в образовательных учреждениях. Дальше у нас еще Роспотребнадзор ведет организационную просветительскую работу. Сюда входит консультирование по горячей линии в рамках всероссийской горячей линии. У нас проходит это по телефонам горячей линии 35 62 20, 35 18 76, а также по номерам телефонов горячих линий в наших территориальных отделах и представительствах в районах. Как вы уже сказали, сегодня у нас Всероссийский день приема граждан. Территориальные органы, а также центральный аппарат управления Роспотребнадзора у нас будет работать до 8 вечера и принимать население по всем интересующим вопросам. Также у нас в приемное управление Роспотребнадзора можно написать письмо в адрес Деда Мороза, и мы обязательно его доставим. Хотелось бы еще напомнить, что Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от проведения чаепитий, новогодних банкетов в образовательных учреждениях. У нас сложилась такая, можно сказать, не очень хорошая практика, что родители, которые организуют эти чаепития, заказывают еду через службы доставки, которые у нас широко рекламируются через социальные сети, такие как Инстаграм, допустим. Также получается, что эти службы доставки бывают не очень добросовестными, потому что к нам поступает достаточное количество обращений от населения именно по качеству продуктов и готовых блюд, которые они покупают через такие службы. Поэтому я бы хотела напомнить родителям в первую очередь, а также работникам образовательных учреждений, что нужно заботиться о здоровье детей, и поэтому обращать внимание на добросовестность поставщика услуг, добросовестность, которая заключается в том, что потребителям будет известно, как приготовлено это блюдо, есть ли сопроводительные документы, вообще кто является продавцом, а не так, что неизвестно, кто приготовил торт, его купили, поели, и не дай бог случилась какая-нибудь вспышка кишечного заболевания. Ну, чтобы у нас не получилось, как в сказке Пушкина о попе и балде, чтобы не гоняться за дешевизной в данном случае. Да, разумеется. Ну вот, допустим, я прихожу в магазин, новогодний подарок, вроде бы хорошая упаковка, на что в первую очередь надо обратить внимание? В первую очередь, конечно, нужно обратить внимание на то, чтобы внешний вид этого подарка соответствовал вашим требованиям. То есть упаковка должна быть целостная, маркировка должна быть написана на понятном, на русском языке, читаемым текстом, чтобы там была указана страна производителя, срок годности, условия хранения, а также при первой возможности вы можете потребовать сопроводительные документы, такие как сертификат соответствия, декларация о соответствии данного продукта. А вот на что можно, что сертифицируется, что не сертифицируется? Даже такие вопросы возникают. Вот есть такие данные полностью? У нас декларация о соответствии, сертификат о соответствии выдается только на основании лабораторных исследований. И, соответственно, все продукты, которые имеют такой документ, они прошли лабораторные исследования, которые доказали качество и безопасность этого продукта.
также я бы хотела бы напомнить, что у нас на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия по адресу 14.роспотребнадзор.ру есть вся необходимая информация, рекомендации по выбору сладкого подарка, по выбору елки, а также другие интересные очень ответы, вопросы и так далее. А вот если купил товар, да, предположим, это одежда, ну, кому-то, да, на Новый год захотел приятное сделать, но не подошла, могу вернуть ли? То есть вы спрашиваете конкретно насчет одежды, да? Вот именно вот я так Одежду можно вернуть, если вы сохранили товарный вид этого, получается, в продукта течение. в течение 2 недель. А если это продукт питания, тогда как быть в этой ситуации? Продукт питания возвращается только в том случае, если нарушены какие-то потребительские качества. То есть вы обнаружили, что внутри плесень, что истек срок годности, а вам, оказывается, реализовали уже этот продукт, то тогда вы можете вернуть этот товар в магазин. Спасибо большое, что вы подошли к нам сегодня в программу, поделились такими интересными новостями.